праздником вас! Спасибо. С Днем Победы! Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Что вы для нас сделали. Спасибо вам. Здоровья вам. У нас тут побольше. маленький подарок такой небольшой, своими силами что смогли Да, сделать. с праздником. Это военный, сухпайок военный. Что вы помните это. Кутюшенька, это чей это такой? Как тебя звать? Ой, боже ты мой. Ванюся. Мы посчитали то, что это будет немножко Спасибо, приятно. Я надеюсь, вам Спасибо. понравится. У меня такие правнуки. Дай Бог. И чуть меньше праправнук. О, как! Это очень хорошо. Посмотри, у бабули сколько медалей. Посмотри. Тут есть одна медаль, которую вы не знаете. Какая? И которую многие не знают. В честь подвига партизан и подпольников. Вот это. Когда-то, это был 43-й год, я, во-первых, в армии была. В армии была медсестрой. 5-я армия, 9-й батальон. Под Полтавой окружение. Знаете, что там было? Там был ад. 43-й год поступил приказ от Ворошилова. Ворошилов тогда в Москве командовал партизанами, что все мелкие группы должны влиться в одну группу и идти на соединение с Красной Армией. А чтобы это надо было связь с партизаном и смерть. И, в общем, послали меня в задание. Пришла я в один отряд, а у нас, у девушек, у партизан, у каждой была шаль. Шаль такая, знаете, суконная, что она не промокает. Теплая. И можно было спать на земле. Вот у каждой. Приходит одна партизанка, говорит: Марийка, знаешь что, дай свою шаль, говорит. Пришли, говорит, ребята из задания, нужно отдыхать, и вот надо кому-то накрыться. Я дала шаль. Вечером идти мне в задание, а шали нет. Я начала искать по отряду шаль. А там же, знаете, обозы, там это сено в повозках, спят ребята. Пошла искать. Вот моя шаль здесь. Спит один парень, молодой человек. Я говорю, моя шаль нужна мне, пожалуйста. Взяла я шаль, и вечером пошли мы в задание, группа наша. Ну, идем от деревни к деревне, ведут нас связные. От одного пункта к другому. Шли в основном ночью, днем отдыхали. Дошли мы до одной деревни. Ребята говорят, нужно зайти, узнать, что там, кто там у деревни вот этой. Можно зайти? Нет. Значит, нужно послать туда. Разведку. Марийка, туда надо пойти, в разведку. Пошла я. Я захожу. Добрый вечер, добрый вечер. Что тебе, Доню, надо? Я говорю, хочу напиться водички. Иди, говорит, в дом, там дед, он тебе даст. Пошла я в дом, села. Дед посмотрел на меня, ничего не спросил. Садись, села, жду я бабу. Приходит бабка эта. Ну что ты, говорит, ребенку водички не дал, говорит, напиться. А я была какая-то такая, небольшого роста, худенькая. А дед и говорит, вот слушайте, ребята, что дед говорит. Говорит, баба, ты ребенка этого сначала накорми. Ты, говорит, не видишь разве? Бабка метнулась. Тут же мне обед. Я так поела, как сейчас помню, зеленый борщ. И дай, говорит, ей буханку хлеба и кусок сала. А я ее провожу. Провожает меня дед, это уже вечер. И говорит, доченька, пойди скажи своим ребятам,
что полное село наехало карателей. Ух ты. Я пошла. Пошла я над этим селом, там, помню, кусты, кустарники и лес. Это я к тому, что сейчас я должна познакомиться со своим мужем. Связник наш привел нас, вы знаете куда? К леснику. В основном лесники у нас были свои люди связные. Ну, мы сказали ему, куда нам надо идти, кто мы, что мы. А он говорит, знаете что, из этого отряда у меня есть группа людей. Хотите, я, говорит, вас с ними познакомлю. Выслали меня на связь. Значит, мои ребята выслали меня на связь, а оттуда я жду. Ну, этого второго человека. Я сижу и вижу, идет человек. А я вам скажу, ну тогда была комсомолка, конечно, патриотка колоссальная, отдать жизнь за родину, что сижу и жду связного. Я была, я же вам говорю, в армии, а потом в партизанском отряде. Ребят полно. Но чтобы там влюбляться или же что-то, это, боже мой, война, родина в огне. И вот жду я, выходит. Это та, что шаль моя, вот, он это спал под ней. Я с ним знакома. Это который в лагере, да, спал на вашей шале? Та, что шаль была, я же вам рассказывала. Да, в самом начале. Вот это он ею накрывался. И я жду, я увидела его, он был интересный очень. И я же вам говорю, такая, вот, ну если бы вот такой муж, я бы не отказалась. Вот и с этого момента мы вот познакомились, 71 год, 6 месяцев и 8 дней. Мы вместе были. Вы знаете, я желаю, чтобы в вашей жизни только хорошее осталось, в вашей памяти, чтобы хорошее осталось. Скажите, пожалуйста, вот, пройдя через все это, что вы, как вы можете, пожелание какое можете дать молодым, нашему новому поколению, как правильно нам, к чему идти? Что я вам скажу, Что нам ребята? пожелаете? Вы молодые, юные, красивые, здоровые. Ах, что вам пожелать? Пожелаю вам одного, чтобы вы никогда ни за кем вы будете, не забывайте ни учителей, ни родителей. Не забывайте то, что для вас сделали. Но самое главное, вы должны решить свои жизненные вопросы сами. И чтобы вы прошли жизнь достойную. Спасибо. Чтобы вы не столкнулись с предательством, с изменой. Все. Спасибо Спасибо вам вам огромное. большое, огромное.